Ну, с терроризмом я впервые столкнулась, конечно, это, по-моему, был 98-й год или 97-й, могу спутать, когда первый был большой теракт на улице Пархоменко в Махачкале. Вот, тогда вот погибли и пострадали студенты сельхозакадемии, которые там учились в частных домах, жили. Вот против Саида Амирова было такое покушение. Вот это первый у нас такой вот теракт был такой сильный. Против муфтия Дагестана, вот против когда него было, и тоже я так получилось, что там на месте оказалась, на том месте, когда машина прямо Волга была буквально на 2 части разделена, и человек погиб. Теракт это вообще очень страшное дело, это вызывающее страх у людей, устрашает. Люди действительно боятся, после этого люди в шоковом состоянии находятся, долго не могут себя прийти. Я еще вспоминаю теракт, который произошел 4 сентября, 9 часов вечера в военном городке города Буйнакска. Там вот машину грузовую начинили, там около 2 тонн, по-моему, или 1 тонны тротила. И она взорвалась, и вот часть дома рухнула, люди погибли, очень много людей, 143 человека, по-моему, 67 погибших, из них 23 ребенка, в том числе 3 вот маленьких детей малолетних. Я вот помню на следующий день, когда я приехала туда, и я помню, как разгребал вот это все своими руками один офицер, вот, он дагестанец был, он искал свою семью, у него 3 детей там погибли, жена погибла. И один ребенок был вообще младенец, маленький был. Недавно родился грудничок, он его искал. И это было страшно было на это смотреть. У него руки все в крови, потрескавшиеся. И как он этими руками вот завалы разгребал. Тяжелая была картина, очень тяжелая. Вообще теракт это сам по себе, это самое вот такое вот тяжелое, вот, самая такая тяжелая вещь на свете. Потому что террористы, это вот, конечно, из той категории, которых вот, относят к нелюдям. И не только к нелюдям, у этих людей нет родины, у этих людей нет никаких идей светлых, никаких, у этих людей нет детей, никого. Они уже одни, одиноки в своем мире, которые вот творят вот эти вот террористические акты. Мы вот, журналисты того времени, мы были закалены тем, что мы же ведь еще и люди советского, как говорится, такого вот советской закалки люди. И мы привыкли как-то вот работать, вот самой вот так работать, и причем объективно работать, чтобы эту информацию объективно давать. И да, 96-го года работая в молодежи Дагестана, видя при этом всякие теракты, всякие перестрелки, полностью объехав границу 514 километров, который Дагестан и Чечня, вот у них граница 514 километров, полностью ее объездила. Это, конечно, в какой-то момент устаешь, но тем не менее ты понимаешь, что это твоя работа. Ты вот, потому что люди тебе доверяют. Приятно было тогда, вот, когда люди в киосках искали молодежь Дагестана, чтобы прочитать вот те материалы, которые я привезла с границ, там, или из Чеченской республики, или из других республик. Или даже теракт или что-то происходило, а что написала Кажая, потому что люди доверяли. Вот нельзя никогда выходить из доверия людей. Раз люди тебе доверяют, как объективному журналисту, объективному корреспонденту, вот то в том ракурсе и нужно работать. И как бы тяжело не было, если госвластям не нравится то, что ты пишешь, где-то ты какие-то недостатки госвласти обнажила, да, вот где-то силовиков или чего-то, то это нужно обнажить, это нужно показать, но при этом нужно быть объективным. Объективно давать объективную оценку всему тому, что ты вот пишешь, что ты вот даешь
в газету. Конечно, есть и этическая сторона, обязательно, этическая сторона обязательно должна быть. То, что ты снимаешь там всякие трупы, там, конечности рук, ног, что-то вот, например, когда вот такие теракты бывают, когда дома рушатся, этого, конечно, нельзя давать. Есть определенная этика, через которую журналист не должен переступать. У них был информационный голод. Информационный голод в том, что никто туда не ездил, все боялись, что их возьмут в заложники, потому что все помнят 95-96 года, когда Елену Масюк, вот НТВшников, взяли в заложники, все это помнят. Поэтому федеральные журналисты вообще туда не ездили. А я вот ездила, да, вот в Чечню и брала у них интервью, как я разговаривала, потому что пыталась понять, чего нам, Дагестану, ждать от этих людей, что они несут в себе. Они будут восстанавливать разбитый город Грозный. Вот они вот в 96 году получили, да, вот хасавюртовские эти соглашения, независимость, опять независимость своей республики. В то же время независимости там как таковой не было. То есть чеченский народ попал в рабство ваххабизма, ваххабитов, рабство. Чеченский народ тоже жил в таком же страхе, как и так потом у нас, да, вот что они и у нас хотели, вот это халифат свой. И поэтому я вот туда ездила, одни говорят, вот, Кожаева ездила, она пиарится, вот, тогда мы даже слово пиар не знали, но они говорили, пиарится вот на фоне этих боевиков, ее эпатажность. Разве, рискуя своей жизнью, можно ли быть эпатажным? Рискуя своей жизнью ради пиара, может туда ездить? Рискуя жизнью, может туда ездить для того, чтобы, если ты журналист, для того, чтобы получить достоверную информацию. Какая бы она ни была. Журналист должен всегда давать достоверную информацию. И от врага, и с этой стороны. Во-первых, в Чечне, в Урус-Мартановском районе, в Сержан-Юрте, в самом Урус-Мартане, в Исламской армии Кавказа, Амир Багаудин, другие полевые командиры, они готовили боевиков, учили их. Я была в Сержан-Юрте, была в Урус-Мартане, видела, как их готовят, фотографировала. Причем в этих вот лагерях в большинстве своем была молодежь из Дагестана, были дети даже, 15-летние. Очень много было наших дагестанцев, именно дагестанские вот такие вот отряды они учили. Чему-то они же учили, их готовили. Вот эти такие наводящие вопросы я задавала Амиру Багаудину, где он тоже говорил, что вот, говорит, осенью, говорит, мы будем очищать Дагестан от кафиров. То есть это все во всех интервью было, то есть тревожные звонки были. В то же самое время на практике в Ботльском районе, в Цумадинском районе пастухи или другие люди, которые видели скопление боевиков, они докладывали силовикам о том, что вот идет скопление боевиков, что вот надо что-то решать, что-то делать. Это была информация от июля месяца, но никто ничего не решал, никто ничего не делал. Я не думаю, что никто не думал о том, что что-то назревает. Все это чувствовали, что что-то назревает. Вот. А где это ухнет? Конечно, 514 километров границ, все думали, все как-то не могли понять, где это ухнуло в Цумадинском районе. Почему? Потому что Амир Багаудин, они, вот эти дагестанские предводители вот, бандформирований, они уверили, видимо, своих вот этих вот арабских эмиссаров всех, что в Дагестане ждут, что Дагестан лоялен, Дагестан их там с объятиями там встретит, чуть ли не с объятиями там встретит. Но однако, придя сюда, в Дагестан, в Цумадинский район, они ошиблись. Они ошиблись и в Ботлихе. В Ботлихе вообще боевики так вели себя, они даже в магазинах покупали там продукты, хотели вести себя очень вежливо.
учтиво разговаривали, там, это передавали, это по словам рахатинцев, шадрадинцев, я говорю, анталтинцев, что они так себя, говорят, вежливо ведут, говорят, это, что они нам говорят, как понравиться хотят, что ли? Ну, они говорят, нам никогда не понравится. Зачем, говорят, они на нашу землю пришли? Вот. Конечно, они не понравились. И никому не понравится. Никому не понравится, если кто-то пришел в твой дом и хочет его захватить. И каким бы он языком ни говорил при этом. И то же самое случилось и в Ботлюсском и Цумадинских районах. И вначале, конечно, когда они напали 7 августа, под утро напали, как гитлеровцы, в 4 часа утра, вот они вот идут, с горы спускают, их очень много, они нагружены профессиональным оружием, нагружены, у них и шмели, там, у них и гранатомет, огнемет, у них чего только не было. Пока на 2 этих грузовиках они еще не привезли зенитки, в Турции они не привезли, вот, которым они сбивали наши вертолеты. Они основательно готовы, там же стояли наши сотрудники Ботлюсского райотдела, ну и они, поскольку по 6, по 7 человек на каждом блокпосту Зиберхали, блокпосту Ансалта, Шадрада, они везде там стояли. И они видят бинокль, как эти люди идут, и они докладывают по рации. По рации в Цумаде мы это слышим, как они докладывают там, по рации мы в Цумаде слышим. И Магомед Омарович, заместитель министра МВД республики, говорит им, ребята, вас, говорит, очень мало, их, говорит, много, они, да, их, говорит, они, говорят, как тараканы, говорят, их очень много, говорят, они все идут, и у них, говорит, такое оружие. Что нам делать? Давайте, говорит, оставляйте посты, говорит, и спускайтесь вниз, уходите. Вы, говорит, не можете с ними вступить в бой, потому что там не было ни войск, пока никого там не было, абсолютно. Это через 3 дня потом войска пришли. Вот такая вот картина, там ситуация была. Конечно, ботлевцы на примере уже Цумадинского района, уже они вначале что на Цумаду напали, это 28-29 июня напали на Цумаду. И уже зная о том, что там происходит, цумадинцы, ботлевцы уже сразу создали штабы, у них были штабы, у каждого села, куда напали боевики, у каждого был свой штаб. Потому что я долго не могла понять, почему у них отдельные штабы, а потом так поняла, потому что каждое село нужно было как-то по-своему, наверное, оборонять, по-своему, как, наверное, каждому селу там вооружать своих ополченцев, вот, чтобы они могли вместе с военными быть для них проводниками, там, вместе с военными помогать военным освобождать свои села. Вот. И, конечно, первым делом они детей отправили, женщин детей отправили, потому что вспомнили, что Шамиль Басаев в 1995 году напал на Буденновск, вот, и захватил больницу, роддом захватил маленьких детей, он никого не пожалел. А что, он здесь будет жалеть? Поэтому первым делом на автобусах, на КАМАЗах, на грузовиках отправили женщин детей вниз, вот, в город, вот, те горные районы, которые как бы вот, свободные, да, вот, от боевых действий. Потом они начали вооружаться. Продавали скот, вооружались, ждали, когда оружие привезут. А не могли дождаться, они сами продавали, вот я же говорю, скотину, деньги доставали, не знаю как, вот, доставали оружие, вот, вооружались. Каждый хотел защитить свое село, они были очень злые. Мне кажется, не только вот в Ботлюсском районе так поступили бы. Мне кажется, любой человек, если нападут на его вот, дом, на его село, это его маленькая родина, любой вот человек, вот, наверное, стал бы на защиту своей маленькой родины. И вот тогда вот ботлевцы встали на защиту своей родины. Казалось, маленькая родина, казалось бы, голые скалы. Вот это ослиное ухо, гора. Голая скала, что с нее возьмешь? Но именно эта гора оказалась такой
ценной. То есть ценность ее была в том, что там очень много погибло молодых десантников наших. Погибли там наши ополченцы, сотрудники милиции. Вот. И поэтому нет нелюбимой Родины. В любом случае, если есть Родина, ее нужно защищать. И вот тогда вот готлибцы, они, защищая свою такую маленькую Родину, да, они этим самым защитили, дали веру, вот, надежду на полное восстановление Российской Федерации. Они защитили целостность России на тот момент. Ведь страна-то буквально разваливалась, это нужно признать, это было, и это мы видели в течение 90-х лет. И то, что вот в Ботлихе это случилось, и ботлихцы дали такой отпор, и ботлихцами стали гордиться россияне. В российских городах стали восхищаться. Вербовка тогда шла, да и сейчас это вербовка. Единственное, что техническая сторона улучшилась у вербовщиков. Тогда не было телефонов и чего-то как-то вот, да, вот. А сейчас смартфоны, и они через сайты, у них тысячи чатов, тысячи сайтов у них, откуда они вот заманивают молодежь в свои сети, да, вот. А тогда у них вот такой, тогда их компьютеров-то такой, компьютерной, интернетной такой сети такой не было. Но тем не менее, в селах, в мечетях, в селах они вот встречались с молодежью, встречались, говорили, вот этот имам плохой, этот имам неправильно проповедует, не слушайте его. Мы вот, у нас вот так вот, у нас чистый ислам, у нас то вот это, вот так вот они дурили голову молодежи. Вот это 99-е годы вот. Конечно, они раскаиваются. Сильное раскаивание идет. Вот дети их сейчас, вот жены их, дети находятся, вот по последним данным, да, вот, по моему вот фильму последнему, «Обманутые», они находятся, есть такой палаточный городок Аль-Холь на границе Ирака и Сирии, даже, а может быть где-то Ирак, Сирии и Турции, может даже. Вот, именно вот там они, даже воды там нет. Там нет нормального питания, лечения для этих детей. Солнце палящее, 50 градусов, солнце палящее, да, вот. В тени 47, вот так, даже там тени нет, там нет ни одного дерева, чтобы укрыться бедным детям. Бедные дети там прячутся под этими горячими, огромнейшими бочками с водой, под ними они прячутся, эти дети. Пьют они эту горячую воду из этих вот бочек, горячую воду пьют. Холодной там воды вообще не бывает, потому что там жара такая, они в пустыне находятся, абсолютно. Ну вот они сейчас, конечно, раскаиваются, они очень хотят вернуться домой, да. И на фоне того, что они раскаиваются, изучая вот это вот, да, вот, нужно это демонстрировать, нужно это показывать. По телеэфиру, везде нужно показывать, чтобы что вот те, которые туда уехали, они раскаиваются. Что вот те, кто собрался туда уезжать, да, вот сейчас, чтобы они не уезжали. Чтобы они вот не уезжали. Вот в этом сейчас задача. «20 лет тому назад победили в Цумадинском Ботлихском районе. А ведь тогда Степашин-то докладывал 9 августа тогдашнему президенту Российской Федерации о том, что боится, что мы потеряли Дагестан. А тут все были в шоке в Ботлихе. Я вот, например, уже в Ботлихе была. Ботлихцы были в шоке. Что он, говорит, несет, что он говорит? Где потеряли? О чем? Мы, говорит, не сдадим свои земли, не отдадим свои, говорит, земли.
И Магомед-Али Магомедович, несмотря что вот так Степашин так сказал, оперативно, совместно, Госсовет совместно с Народным собранием, с правительством вырабатывает постановление, да, где говорят мобилизацию мужчин, вооружить их, то есть по всей границе, вот 514 километров, прилегающие районы, вот там живущих населения, мужчин, да, вот мужское население, вооружить, подготовить больницы, все, он дает, вот такое постановление выходит. Это говорит о том, что и официальная власть в Дагестане не сдается и не собиралась сдаваться. И то, что вот цумадинцы, ботлевцы не сдались. Вот такой вот дух нужно поднять у нашей молодежи и с самого детства. Патриотизм, должен быть обязательно патриотизм. Если вот у нас идет исламский экстремизм, да, вот, они находят нишу для того, чтобы их вербовать в исламский экстремизм. А вот эта ниша, и мне кажется, что это должен быть, это патриотизм должен быть. Мы должны обязательно выработать дух патриотизма, вот, дух патриотизма, и заполнить, наполнить вот эту нишу обязательно. И когда он будет патриотом своей страны, он доверяет своей стране, страна доверяет ему, есть обоюдное с обоих сторон доверие, мне кажется, вот тогда этого человека ничем не сломить.